다들 다들 님들이야 아주 근익하게 어, Итак, сегодня пятый день учений, и я прежде всего хочу поприветствовать вас всех, в особенности всех монахов и монахинь из всех монастырей, всех моих друзей в Дharме, кто слушает эту трансляцию по интернету. Вчера мы говорили о божествах из ведической литературы, божествах ведического периода. И вчера мы рассмотрели первые две группы богов, боги небес, боги между небом и землей, и третья группа — это боги на земле. И именно с этого мы начнем сегодня, с богов на земле. Когда мы говорим о богах на земле, то в общем мы можем выделить три главных бога. Бога земли. Первый — это Агни, либо бог огня. Второй — это Сома. Сома — это бог алкоголя, а также бог Луны, особый бог. И третий — это бог Притви. Это бог богиня земли. И я хочу сегодня рассказать об этих трех божествах земли. И среди них первый — это бог огня Агни. Когда мы говорим бог огня, в прошлом, в древности, это бог, которому поклонялись очень много разных народов на земле. Почему? Потому что огонь был так важен для людей на земле. И поэтому люди считали огонь формой божества. В особенности в Индии Агни, бог огня, стал очень важным. В ведической литературе Агни признается как очень древний бог. И похоже, что Агни изначально был одним божеством, но затем он получил развитие и обрел три разных проявления, три формы. И в результате позднее в Ведах Агни представляется как три формы. Первая — это форма солнца либо неба. Вторая — это Индра. И третья — это Агни. Таким образом, Агни обрел три формы, которые считались проявлениями огня, которые по своей сути были одинаковы. И, как я уже говорил, небо, либо Индра в небе, как проявление огня, означало, что огонь контролировал все три пространства: небеса, пространство между землей и небом и землей. И таким образом он имел очень большое значение
Если бы мы хотели выделить одного Бога, который считался самым важным, то, возможно, именно этот Бог огня, был самым важным. И мы можем судить об этом, исходя из того, что в Ведах очень много восхвалений огня. Больше всего восхвалений, похоже, именно принадлежат огне, а на втором месте Индра. И это свидетельствует о том, что огонь был очень важен. Как возник этот Бог? Его возникновение связано с тем, что древние арии делали огненные подношения, огненную пуджи, и поклонялись огню таким образом. И из этой традиции развился культ Бога огня. Древние люди верили, что если сжечь подношения на огне, то тогда боги смогут насладиться ими. Такого было верование. И по этой причине огонь был тем, что связывал людей с богами, поскольку все подношения они сжигали на огне, и таким образом боги получали эти подношения и употребляли их в пищу. Именно поэтому огонь считался посланником богов, поскольку он устанавливал связь между богами и людьми. Сейчас у нас есть телефоны, мобильные телефоны. Например, если мы хотим с кем-то связаться, то мы звоним по телефону. Точно так же люди прошлого, когда они хотели связаться с богами, они использовали огонь. Поскольку люди не могли видеть богов, не могли видеть божеств, но они хотели иметь связь с богами. И поэтому они сжигали подношения и считали, что таким образом боги их получают. И благодаря огню, посредничеству огня, боги также могут знать о желаниях людей, их надеждах, устремлениях. В особенности во время огненной пуджи огонь является абсолютно необходимым. А как возник огонь? В древности огонь добывался с помощью трения двух дощечек друг от друга. То есть использовалось трение для того, чтобы зажигать огонь. И древние индийцы считали, что огонь — это самый молодой из всех богов. Он возникает каждый раз, когда зажигается огонь, и поэтому он является молодым, юным богом. Подобным образом огонь наделялся большой силой, и он обладал великим величием. Причина этого заключается в том, что на санскрите боги называются Дева. Одно из значений санскритского слова Дева означает освещать, либо свет, освещать. И благодаря свету сила, могущество богов может проявляться. И благодаря свету боги могут проявить свою силу, свое могущество. И для людей свет, подобно тому, как солнце в небе, которое освещает все, обладает большой силой. И так же, как солнце может освещать все, показывать все, проявлять все,
точно так же и огонь может освещать все и проявлять все. И именно поэтому огонь также наделялся божественной природой. Как я уже говорил ранее, огонь является абсолютно необходимым для жизнедеятельности людей, и поэтому люди считали огонь таким важным. И в результате идея Агни как важного бога постепенно обрела такое значение. Благодаря совершению подношения богу Агни, каковы были его силы? Первая функция огня, сила огня, это то, что когда зажигается огонь, огонь рассеивает темноту, и также огонь все сжигает. Все, что вы не положите в огонь, будет сожжено. И таким образом у огня две функции — освещать и сжигать. И в связи с этим люди считали, что огонь обладает особой силой рассеивать тьму и уничтожать демонов. Другое имя Агни — это Ракшахан. Ракшахан означает тот, кто убивает демонов. Он тот, кто способен убивать демонов. И именно поэтому его назвали Ракшахан, убийца, уничтожитель демонов. Также в ведический период у всех дома был огонь, огнище. И все считали очень важным делать огненные подношения у себя дома. Для того, чтобы совершить огненную пуджу, нужно зажечь огонь. Даже сейчас, когда мы делаем огненную пуджу, мы прежде всего приглашаем Агни как мирское божество. Точно так же и в древнее время Агни приглашался для осуществления огненной пуджи, и поэтому он назывался Грихапати, что означает «владыка дома». То есть владыка дома, глава дома. А Агни считался владыкой, главой дома. Также, когда мы совершаем подношения благодаря посредничеству Агни, все подношения, божество получает все подношения. Поэтому он называется также Хавья-Вахана, что означает посредник, либо тот, кто несет подношение. То есть тот, кто доставляет подношение богам. Агни был тем, кто доставлял эти подношения. То есть все, что мы, люди, хотели поднести, Агни доносил все это, доставлял все это богам. И поэтому его также называли Дутта, что означает посланник богов. И не только это. Агни также исполнял другие функции. Он управлял миром людей. Он управлял законами небес и земли. Он следил за исполнением всех законов кармы, причин и следствия, а также он обладал всеведением, ясновидением. Поэтому у Агни было много разных качеств и характеристик, как вы все знаете. Это Бог, который мы призываем, когда делаем джинсек, огненную пуджу. Мы всегда
повторяем его мантру огни и делаем ему подношение как мирскому божеству. То есть для нас это мирское божество, ритуал мирского божества, и после этого следует подношение божества Мандалы, которое за пределами мирского. Таким образом, Агни связан с нашими ритуалами тайной мантры Ваджраяны. И затем второй бог земли — это Сома. Чангидха. По-тибетски называется Чангидха, то есть бог алкоголя, Чанга. Брахманы очень любили алкоголь. Они любили Сому. И это была такая брахманическая водка. И поскольку они сами любили Сому, они считали, что и боги также любят ее. И поскольку сами они любили ее, любили, когда им дарили алкоголь, они также считали, что это хорошее подношение для божеств. И среди трех божеств Сома, Агни и Индры есть особая связь. Эта связь заключается в том, что благодаря силе алкоголя Сомы существа напиваются, становятся пьяными. Сначала алкоголь нужно приготовить. Для этого нужен огонь. Поэтому говорится, что Сома возникает благодаря силе огня. Сила огня входит в алкоголь Сому. И таким образом Сома обретает способность опьянять. Затем, что касается Индры, благодаря Индре Сома обретает свою силу. И почему так считали? Потому что Индра очень любил Сому, и благодаря Соме он мог совершать много различных деяний. То есть, когда он пьянел, он становился очень смелым, отважным и очень сильным. И он обретал способность все разрушать, всех побеждать. И поэтому этот опьяняющий напиток давал ему силу. И также благодаря этому Индра мог вершить все свои деяния. И такова связь между Агни, Сомой и Индрой. И поскольку Сома имела такую силу, обладала такой силой над умами древних людей, Сома также начала наделяться божественной силой. Они все пили Сому, употребляли Сому. Все любили ее, она всем нравилась. И поскольку все люди, когда употребляли опьяняющий напиток, они чувствовали себя счастливыми, отважными, то также и боги обладали такими качествами. Поэтому говорилось, что вам следует пить, следует употреблять алкоголь. Если вы будете употреблять алкоголь, то вы будете способны на различные свершения. И этот напиток наделялся божественной силой. По своей природе он считался божественным. Это нам напоминает об Амрите, нектаром бессмертия. И Амрита по своей сути, наверное, являлась алкоголем. Но когда говорится, что
что это алкоголь, который употребляли боги, но когда этот алкоголь употребляли люди, они обретали долголетие. И Амрита таким образом связана с Сомой. Благодаря Соме боги были связаны с людьми. Они вступали в связь с надеждами и устремлениями людей, поскольку когда люди пели Сому, они таким образом стремились жить долго. И затем в конце ведического периода этот бог Сома, он приобрел другой вид, бога Луны Чандры. И сейчас Сома является одним из других имен Чандры, бога Луны. Его можно называть Сомой либо Чандрой. Но это имя указывает нам на тот факт, что в древности брахманы любили употреблять алкоголь и наделяли его определенной силой. И третья богиня. Третья богиня — это богиня Притхви. И то, что по-тибетски называется Тенма. Я уже упоминала о других богинях, которые являются воплощением солнца, воплощением неба. И Притхви считается богиней, которая является эманацией Земли. И у нее была сила такая же, как у богов небес, поскольку небесные боги были такими могущественными, люди почитали их. И Земля — это место, где мы живем, поэтому с древних времен она считалась богиней. И говорится, что сначала она считалась очень важной, но затем ее статус, ее роль стала уменьшаться. И со временем она потеряла свое значение. Однако вначале она очень почиталась. Вначале считалось, что Притхви была матерью, которая дала жизнь всем вещам, поскольку она является землей, основой, благодаря чему возникает все. Поэтому она является матерью всех вещей, то, что дает рождение всем вещам. И это то, что соединяет небо и землю. Мы с вами говорили о том, что все боги родились от единства неба и земли. И из этого возникла традиция поклонения богине Притхви. Однако со временем она стала менее важной. Это было связано с тем, что земля — это то, почему мы ступаем, это то, что находится под нашими стопами, нашими ногами. Это то, почему мы ходим. И поэтому то, почему мы ходим, чем касается нашей стопы, считается нечистым. И поэтому ее значение Притхви постепенно уменьшалось. И в Ведах по этой причине очень мало гимнов восхваления Притхви. И это то, что я хотел сказать вам о божествах Земли в Ведах. Вчера я рассказывал о божествах в небесах, божествах между небом и землей, и сегодня я вам рассказал о божествах Земли.
Это три типа божеств. Есть очень много других божеств, которые не включены в эти три группы. Мы выделили именно этих божеств, поскольку они были такими важными. И сейчас я хочу рассказать о некоторых других божествах. Боги, которые не включены в перечень богов в три группы. Это бог Яма, владыка смерти Яма. Вторая это богиня Сарасвати. Третье это Брихаспати. И четвертое это Пуруша. Первый среди них это Яма. Нам необходимо знать, что мы знаем, что Яма появляется в наших текстах подношений Махакали. Яма часто встречается среди подношения защитников. Поэтому это важное божество для нас. Как же Яма описывается в ведической литературе? Сейчас мы считаем Яму гневным божеством. Так, то есть для нас Яма — это гневное божество, гневный бог. И это некое негативное божество для нас. Однако в древних ведических текстах Яма не считался гневным либо устрашающим божеством. И затем со временем Яма обрел темный цвет. И поскольку он становился все темнее, по цвету, которым его представляли, он стал наделяться также и устрашающими чертами. В Ведах, когда восхваляется Яма, в гимнах, восхваляющих Яму, самые ранние из этих восхвалений говорится, что Яма подобен заходящему солнцу. Солнце садится каждый день, не так ли? И заход солнца считается божеством, и заход солнца также является символом смерти. И поэтому, когда солнце заходит, мы чувствуем грусть. Мы чувствуем грусть, когда мы смотрим на заход солнца. И мы вспоминаем о том, что так же, как садится солнце, и наша собственная жизнь когда-то завершится, мы умрем. То есть возникает такая связь. И благодаря этой связи постепенно возникло значение Ямы как бога смерти. Однако, если мы подумаем о будущих жизнях, то нам необходимо идти куда-то, отправляться куда-то в будущую жизнь. Должен кто-то управлять всем этим процессом, этим местом. Куда мы отправляемся, то кто же этот бог? Ну, этот правитель, этот бог должен быть Яма. Скорее всего, это Яма. И сначала, таким образом, Яма сначала связывался с заходом солнца, а затем
Он стал связываться со смертью. Вначале Яма был просто силой природы, заход солнца как природное явление. Однако позже он стал считаться неким отдельным божеством, индивидом, и тем, кто является правителем, царем того места, куда люди отправляются после смерти. Но так как мы к этому относимся, когда мы говорим, что после смерти правитель Яма заберет нас, для нас это что-то устрашающее, негативное. Однако для древних индийцев это не было чем-то негативным. Они относились к этому по-другому. Они считали, что когда Яма забирает их после смерти, они обретают новое тело. Куда же они отправляются? Они отправляются в место, где очень много яркого света, где существует абсолютное счастье. Это некая новая, светлая, счастливая земля, куда они отправляются. Кто же ведет их туда? Это правитель, царь Яма. И поэтому после смерти они считали, что они отправляются во владение владыки Ямы. И где все умершие живут счастливо, наслаждаются всеми благами. То есть после смерти все у всех хорошо, все довольны, счастливы. И по этой причине в прошлом Яма не считался чем-то негативным. Все стремились попасть во владение владыки Ямы. Яма был правителем того места, куда все устремлялись, поэтому Яма считался любящим и сострадательным существом. Именно так относились к Яме древние. Однако позже, похоже, отношение к Яме изменилось. Сначала Яма не считался устрашающим божеством, но затем, когда в Индии возникла категория текстов, которая называется Пураны, в них упоминается, что отношение к Яме изменилось. Он стал тем, кто наказывал тех, кто совершал негативности, кто совершал недобродетели. То есть тех людей, которые совершали недобродетель на протяжении жизни, Яма был тем, кто наказывал их. Поэтому он был очень жестоким карателем. И если вы спросите, а сам Яма умирал ли он, или был ли он бессмертным? Поскольку Яма был тем, кто правил землей после смерти. И касательно этого было много историй о том, что Яма был первым, кто умер. То есть это был первый человек в мире, кто умер. Это была Яма. И говорится, что раньше, до этого люди не умирали, поскольку тогда был век процветания, когда люди не совершали никаких недобродетелей, они поэтому не страдали и не умирали. Но затем люди начали вовлекаться в недобродетели, стали в результате этой недобродетели испытывать страдания как их результат и болеть, как следствие болеть и умирать. Так говорится, что Яма сначала был правителем людей, он был царь людей, но затем
Но затем он умер, и он достиг места назначения своей будущей жизни. Так он стал первым смертным, и поскольку он был первым смертным, он стал правителем этого места, стал управлять всеми другими, кто попадал туда. И также со временем Яма стал считаться устрашающим божеством. У него было 2 собаки, которых он посылал на землю, чтобы они рыскали и узнавали, что делают люди. У каждой из этих собак было 4 глаза, и они очень ужасно пахли, они страшно воняли, и поэтому они людям очень не нравились. Вонючие собаки шпионили за ними, поэтому людям они не нравились. И в то время еще Яма не считался чем-то ужасным, владыкой смерти, устрашающим владыкой смерти. Однако все в то время уже боялись этих 2 собак. У них были имена. Также говорится, что у Ямы была сестра, и они были близнецами, то есть это была сестра-близнец, которую звали Ями. То есть его звали Яма, а сестру звали Ями. И затем позже в тайной мандре Вajrayana Яма разделился на 2 образа. Первый из них это Яма Дева, а второй это Яма Дharmaraja. И второй Яма Дharmaraja стал правителем адских миров. И на слайде вы видите 3 изображения. Слева это Яма, который едет на быке. Это индийское изображение. Справа вы видите посередине это гневное изображение Ямадевы, которое также называется Ямантакой, гневное божество. И крайне справа это китайское изображение Ямы. Все эти божества берут свое начало из Индии. Итак, Яма имеет много различных проявлений. И похоже, что Яма является исполняет такую же функцию в китайской традиции бога смерти. И, как я уже упоминала изначально, в ведической традиции было не так уж много богинь. В основном все божества были мужского пола. И среди женских божеств богини важной была богиня Ушас, богиня рассвета, о которой я говорил вчера, а второй была Сарасвати. Наверное, большинство из вас знает о Сарасвати. И позже в Индии возникли другие известные богини, такие как Дурга, Кали, Лакшми и прочие. То есть в более поздний период возникло много известных богинь.
Но две из них, Ушас и Сарасвати, являются древними богинями, которые встречаются в Ведах с самого начала. Мне кажется, я могу рассказать о Сарасвати позже. Давайте я расскажу о Сарасвати позже, а сейчас я расскажу вам о Брихаспати. Брихаспати — это бог молитв и устремлений. Почему в Ведах отдельный бог устремлений и молитв? Все другие боги, они были связаны с какой-то природной силой, то есть эта природная сила обожествлялась и получала название бога. Но бог молитв Брихаспати, он не связан ни с какой отдельной природной силой. Он не управляет никакой природной стихией. То есть, таким образом, он является неким придуманным богом. Почему нужен был такой бог? Причина была в том, что молитвы и устремления обладают большой силой. Это то, что может влиять на других, и мы способны изменять намерения богов благодаря своим молитвам и устремлениям. Поэтому молитва обладает большой силой. И поскольку она обладает такой большой силой, она обожествлялась. И таким образом молитвы обрели вид бога Брихаспати. Также, как люди верили, что в алкоголе содержится большая сила, либо в огне содержится большая сила, поскольку благодаря огню мы можем готовить пищу. Точно так же и наши устремления и молитвы имеют силу влиять на других. Они могут влиять на намерения и решения богов. Именно так возник бог молитвы Брихаспати. Сначала он не считался таким важным богом, но со временем он стал более важным. Особенно в Упанишадах Брихаспати считается очень важным. Гендун Чобель перевел Упанишады на тибетский. Название Упанишад на тибетском означает «тайные тексты». И в Упанишадах говорится, что Брихаспати, бог молитвы, это очень важное божество. И затем постепенно в текстах, которые называются Пураны, Брихаспати называется одним из 3 великих богов. И он считается брахманом, в смысле бога-создателя мира. Брахма, бога-создателя мира. То есть, когда появилась идея бога-создателя Брахмы, он отождествлялся с Брихаспати. Брахма, бог-создатель, не считался таким важным изначально. Он был лишь Брихаспати, в смысле бога молитвы. Но затем постепенно люди начали задаваться вопросом, а кто является Творцом всего неба и земли, и тогда появилась роль бога Брахмы, создателя неба и земли, и появилась триада богов Брахма, Вишну и Шива. И именно эти 3 стали считаться наиважнейшими богами.
И следующий бог — это Пуруша. Пурушади. Таде баji рабда хланру чөйс рабда сэнэнда такба каршурэ Пуруша также был воображаемым богом, то есть он не был связан с какой-то природной силой, с какой-то стихией. Это то, что представлялось с помощью ума. И когда мы в небуддистских текстах, философских текстах есть понятие «я», самости, души, которое называется Пуруша. Пуруша считается древнейшим богом. Говорится, что у него тысячи рук, 1000 глаз, похожие на нашего тысячерукого Чадразикова Лакитешвару. Затем Пуруша стал природой и сущностью всего живого. И это то, что отождествляли с сознанием, душой, сущностью, я, самостью. И говорят, что все вещи проявляются из Пуруши, из этой изначальной самости, основы всего. И в особенности, когда начали возникать философские системы, с тех пор Пуруша обрел особое значение, как природа всего мира. Это похоже на то, как в Читтаматре, в философской системе, только ум говорится, что все является проявлением ума. Точно так же в небуддистской философии говорится, что все является проявлением Пуруши. И также начало кастовой системы, когда мы говорим о том, что брахманы возникли из головы основного божества и так далее, то это также изначально было связано с Пурушей, то есть той основой, откуда возникло все. Итак, и таким образом я рассказал вам про богов, и после этого сейчас давайте сделаем перерыв на 30 минут, и когда мы после перерыва я продолжу. Перерыв в 30 минут. Итак, первое, с чего я хочу начать, это богиня Сарасвати, о которой мы еще не говорили. Я хочу немного рассказать о ней. Сарасвати изначально в Ведах была богиней всех рек на земле. И в особенности в Ригведе Сарасвати описывалась как наделенная особой силой очищать людей от загрязнений, взращивать их процветание, взращивать их смелость, приносить детей, способствовать деторождению. Это были те блага, которыми могла наделить Сарасвати. И мы часто говорим, Сарасвати связана с богами богатства. Если мы делаем подношение богам богатства, тогда Сарасвати
ревнуют. Если мы делаем подношение Сарасвати, то ревнуют боги и богатства. Говорят так. И почему Сарасвати связана с богатством? Это связано с тем, что бедные люди являются, как правило, являются неграмотными. И таким образом Сарасвати со временем изменила свою роль. Если изначально в Ведах она была богиней воды, то затем она стала богиней слов либо языка, и также той, кто может наделять мудростью. И позже было сказано, что Лакшми также является Сарасвати. И именно так говорится в более поздних текстах Брахманах. И теперь давайте продолжим с того, на чем мы остановились. И я хочу сейчас рассказать о категории божеств, которые называются мары, либо демоны. Когда мы говорим о богах, то нам также следует упомянуть о демонах, или о марах. Мара — это санскритское слово, и есть много разных демонов, но среди них выделяют 3 основные класса. Первый — это класс асуров, либо полубогов. Второй класс — это то, что называется ракшасы, то, что по-тибетски называется синпу. И третий класс — это пишачес шоссе, это поедатели плоти. Из этих 3 первые — это асуры. И когда речь заходит об асурах, для того, чтобы описать, кем они являются, то прежде всего нам следует обратиться к слову асура. Асура на санскрите — это именно то обозначение, которое употребляют для этой категории существ. И в древней персидской религии зороастризм — это изначальная религия Ирана, Персии, то в зороастризме это религия, которая сформировалась в Персии, и они являются почитателями огня, то есть они поклоняются огню. И это считается одной из самых древних религий мира. И в зороастризме есть понятие ахура, то, что и на санскрите асура. Причина, по которой это слово одинаково, в том, что, как я уже говорила,
персидская цивилизация была основана ариями, и арии основали индийскую цивилизацию. Когда арии распространились из Центральной Азии, то часть из них отправилась в Иран, в Персию. Когда арии пришли в Индию, они разделились на две группы. Одна из них продолжила путь в Панджаб, а другая отправилась в то, что сейчас является территорией Ирана, и получила название персидцы. И именно они, арии, эти арии основали персидскую цивилизацию. До того, как они разделились, у них было, арии разделились, у них был один язык, и поэтому между персидским языком фарси и санскритом очень много сходного. И то, что в зороастризме называется ахура, на санскрите называется асура. И древние тексты зороастризма называются Авеста. Это то, что можно сравнить с христианской Библией. И в этих священных книге Авеста встречается упоминание об ахурах. И в Ведах асуры считаются негативными богами зла. Однако в зороастризме ахуры являются богами света, светлой стороны. То есть в этом противоположность между ними. Причина, по которой так произошло, возможно, это связано с тем, что в то время, когда арии разделились на индо-ариев и ариев иранцев, их события в их истории отличались, и мы можем лишь выдвигать гипотезы касательно этого. И нет возможности утверждать это, делать утверждения об этом. Однако, тем не менее, в зороастризме, в их главном священном тексте Авесе, который является очень длинным текстом, в котором содержится изложение многих тем, говорится, что там примерно 35 тысяч слов, и все эти тексты написаны на овечьей коже, на пергаменте. И весь этот текст, для того, чтобы записать его, потребовалось 1200 овечьих шкур, то есть пергамент, чтобы изготовить этот пергамент. До того, как была запрещена бумага, люди писали на пергаменте, который является шкурами животных, прежде всего шкурами овец. И говорится, что Авеста, священные тексты зороастризма, были записаны приблизительно в IV веке до нашей эры. Зачем? В то время, когда Александр Великий захватил Персию, он сжег все эти священные тексты. Таким образом, они все были истреблены, и лишь одна книга сохранилась. И позже
во время правления династии Ашканиев в Персии эти тексты были восстановлены и во времена правления династии Сасанидов. Это один из расцветов империи персов. И во время правления династии Сасанидов они смогли восстановить эти священные тексты, но не все из них были восстановлены. Говорится, что тот единственный текст, который сохранился от вторжения Александра Великого, сгорел, и в результате восстановлена была лишь треть всей Авесты, священного текста зороастризма. Но даже несмотря на то, что лишь треть его сохранилась, это очень важный источник. И теперь давайте вернемся к теме асуров. Откуда произошли асуры? Исследователи не могут достоверно ответить на этот вопрос. Однако в Ригведе это слово асура встречается. Как я уже говорил, Ригведа не было чем-то, что было создано в одно время, что это потребовалось несколько поколений для того, чтобы создать Ригведу. Так, в Ригведе, когда впервые упоминается об асурах, то это слово не употребляется для обозначения каких-то существ, индивидов. Это прилагательное. К примеру, некоторые боги, которые были очень могущественными, они называются майя, боги майя, то есть они наделены силой и могуществом. Майя означает великую силу, и поэтому они имитируются асурами. Это похоже на людей, которые обладают суперсилой, и их зовут асурами. По этой причине асура это слово было прилагательным, и также оно использовалось для того, чтобы описывать Варуну и Индру. И причина этого в том, что и Варуна, и Индра имели этой великой силы майи. И это слово использовалось как прилагательно означающее устрашающий, великий бог. Устрашающий, великий, кого мы должны бояться. И та сила, которая обладает этой силой, это майя. Но затем эта майя, эта сила богов стала менять свое значение и стала приписываться демонической природе. То есть сначала это была сила богов, и затем стала считаться демонической силой, и постепенно, со временем, есть несколько строф в Ригведе, в которых говорится, что Индра и Агни называются Асурахан, то есть убийцы асуров, те, кто убивает полубогов асуров. И в этом контексте слово асура означает демон. И таким образом в Ригведе
наблюдается изменение значения слова асуры. Сначала оно используется как прилагательное, которое не имело негативной коннотации, а затем постепенно оно начинает считаться чем-то негативным, демоническим. И среди более поздних вед, в Самаведе и Яджур-веде, когда в них описываются асуры, то говорится, что боги Девы постоянно борются с полубогами асурами. И в этом контексте асуры означает то, кто против богов. То есть сура означает бог, а асура не бог. То есть тот, кто против богов на санскрите. Поэтому суры, либо девы, они борются с асурами. И поэтому асуры считаются чем-то плохими. Итак, как я уже сказал, в отличие от этого, противовес этому в персидской религии зороастризме агуры считаются положительными силами, благими богами, тогда как и эти агуры являются положительными богами, тогда как в Ведах говорится, что асуры — негативные силы, с которыми борются боги, и боги всегда побеждают. Асуры никогда не могут победить. Кажется, что асуры никогда не побеждали, что боги всегда побеждают. Однако в персидской религии говорится, что агуры, они являются даже более сильными, чем боги. И агуры являются положительными силами, которые побеждают богов, демонов и все другие силы. И нету какого-то особого описания агуров, но говорится, что агуры, светлые силы и темные силы наделены одинаковой силой, но однажды эти агуры, они одержат победу над ахриманами, либо демонами. И агуры одержат победу над ахриманами, над демонами, и затем накажут их. Именно так они описываются в персидских зороастрийских текстах. В ведических текстах описано противоположное. Также современные лингвисты, те, кто исследует происхождение слов, эти ученые говорят, что источник слова «асура», корень этого слова — это «асу», а «асу» означает «дышать», «дыхание». Если мы дышим, мы живы, когда мы не дышим, мы мертвы. Поэтому «асу» означает «дыхание» либо «жизнь». И затем в Упанишадах, в Брахманах, в Упанишадах это «асу» стало объясняться по-другому. Оно стало объясняться как то, что противоположно сурам, то есть богам, не боги, а асуры. И именно по этой причине это слово получило такое этимологию, такое объяснение.
То есть сначала эти существа почитались как боги, как благие существа, но затем они стали негативными существами, и боги изгнали их из рая. И так они стали не богами, а асурами. И это такое объяснение принято сегодня в традиционных ведических текстах. Однако говорится, что это не изначальное значение, не является отрицательным префиксом, отрицательной приставкой. Не богами, но это было связано с дыханием предварительной жизни. И именно корень асу был изначальным значением этого слова. И когда мы позже будем говорить о тайной мантре Вajrayana, мы будем рассматривать то, что называется Вайшравана. Не Вайшравана, а Вайрочна Нампарнамзе, это Будда Вайрочна. И говорится, что Вайрочна изначально также был связан с полубогами. Так, из моего объяснения, возможно, вы сделаете вывод, что полубоги не являются такими уж плохими. Однако среди ариев были диспуты, то есть они начали делиться между собой, когда они стали выделять тех, кто не является нами, и таким образом их противники получили такую коннотацию асуры, либо не боги, с которыми воюют боги. Следующую категорию это ракша, ракшасы. В Ригведе ракшасы в Ригведе упоминаются ракшасы, и среди 4 вед, коренных вед, 4-я в Атарва Веда, в ней больше всего встречаются ракшасы. Если асуры это те, кто воюет с богами, то ракшасы это те, кто противостоят людям, кто вредит людям. И каким образом ракшасы вредят людям? Говорят, что ракшасы принимали различную форму для того, чтобы причинять вред людям. Иногда они проявлялись как собаки, иногда как грифы, как совы, и передвигались только в ночью, и прилетали к людям и вредили им. Также говорилось, что ракшасы принимали форму мужчины, который вредил женщинам и детям. Есть особый класс ракшасов, который назывался Ятудана. И Ятуданы — это те, кто наводил порчу. То есть это такие черные маги, которые наводили порчу. Также они питались плотью коней и людей, а также пили коровье молоко. И говорится, что они крали молоко. То есть они приходили ночью и выпивали все молоко.
То есть таким образом они вредили людям, а также скоту. А еще также одна форма проявлялась в том, что они проявлялись как пища, которую люди, когда ели эту пищу, то они болели. Вкратце, люди очень боялись ракшасов и использовали различные способы избавиться от них. Читали мантры, делали им подношение Агни. Почему они делали подношение Агни? Потому что Агни, его другое название, это тот, кто уничтожает демонов. То есть Агни был способен бороться с ракшасами. Третий вид демонических существ — это пишачи. Мы говорим о Парашаваре, пишачи, Парашаваре. По-тибетски они называются те, кто едят плоть. То есть это такие определенные категории духов, те, кто ест плоть, либо тот, кто ест тела. Они едят трупы. Те, кто едят трупы, их называют кравьяды. Кравьяд. Я не знаю, как это правильно произнести. В общем, кравьяды, те, кто едят трупы. Так, пешачи. Асуры противостоят богам, ракшасы противостоят людям, а пешачи, они те, кто противостоят нашим предкам, тем, кто причиняет вред нашим предкам. Как они могут вредить предкам, поедая их трупы, их плоть, их тела умерших? Говорится, что в прошлом, во времена Ригведы, не сжигали умерших, а закапывали их. То есть и тело было положение, трупоположение, а не трупосожжение. И пешачи, они съедали эти трупы, которые были захоронены. И таким образом они вредили умершим, поскольку считалось, что для умершего важно иметь тело, сохраненным тело прошлой жизни. Но эти пешачи съедали эти тела и таким образом вредили предкам. И они никому не нравились. Никто их не любил, этих пешачей, и никто им не делал подношений. И исследователи говорят, что голодные духи, преды, которые выделяются как один из классов, 6 классов существ, эти преды и голодные духи, они связаны с пешачами. Итак, такого описания 3 типов демонов. Я рассказал вам о различных богах и демонах, и столько много различных богов. Какая же связь между богами и людьми? Люди, которые поклонялись богам, как они видели богов, как они относились к ним? Говорится, что люди в Древней Индии считали, что все боги, которые мы видим в ведических текстах, они превосходят людей, однако по своему характеру они очень похожи на людей, то есть они наделены человеческими чертами.
И когда мы думаем о Боге, то мы обычно думаем о ком-то благом, кому мы поклоняемся, берем пример. Однако боги древних индийцев, они не были такими уж благими. Это похоже на тех, ну, не были такими уж хорошими, им нужно было давать взятки. Кроме того, боги могли сожительствовать со своими сестрами и пить алкоголь и делать другие неблагие вещи. То есть боги были очень могущественными, но они также совершали негативности, так же как и люди. То есть люди, они также совершали неблагое. Поэтому люди относились к богам таким образом. Боги очень могущественные, но так же, как и мы, они совершают недобродетель. И отношения между людьми и богами, это было просто как обмен, взаимовыгодная сделка. Я даю тебе, и в ответ ты делаешь то, о чем я тебя прошу. Такая некая коммерческая сделка для того, чтобы получить какую-то выгоду. И к богам не относились какого-то что-то высшее, чудесное, источник прибежища, владыка, благой владыка. Вместо этого люди относились к богам как к кому-то, с кем можно было заключить сделку и получить то, что они хотели. Боги не были кем-то благим, как Будда и Бодхисаттвы. Именно такими были боги, которые мы видим в Ведах. Если богам не делать подношения, то они не будут нас защищать. Если богам делаются подношения, но боги не защищают, тогда люди больше этим богам подношения не делают. То есть это похоже так, как люди относятся друг к другу. Все люди пытаются получить какую-то выгоду от других, не так ли? И по этой причине в Ригведе описываются различные виды жертвоприношений. И все жертвоприношения, они связаны с просьбами. То есть нету никаких подношений в силу благодарности. То есть подношение делается, и потом ожидаются определенные действия взамен. Никогда подношение не делается в знак благодарности за совершенное. То есть совершенное оценивается как должное. То есть люди делали подношения, говорили богам, чего они хотят, и ожидалось, что боги исполнят эти пожелания людей. И это похоже. Такие бизнес-сделки. Не так ли? И по этой причине, когда мы смотрим на отношения богов и людей в Древней Индии, то это определенный коммерческий бизнес-отношения. И поэтому ритуалы жертвоприношения имеют такое важное значение. Когда ведутся бизнес-переговоры, также делаются определенные проплаты, оплаты. И такие отношения, они похожи на это. К примеру, если мы сравним это с христианским представлением. Христианский Бог — это Спаситель, высшая сила. Мы подданные этого Бога, которому мы должны подчиняться. Но в индийской традиции нет такой идеи. Люди не подчиняются богам. И поэтому отношения между богами и людьми — это жертвоприношение, подношение для того, чтобы боги исполнили желаемое. И подношения являются единственной связью между богами и людьми.
早苏醒都路啥的。И подношение Да, верующие. является основой ведической философии, ведического знания. 他这是显微呢，对，那就驱动了嘛，这些个，都是修也不啥意思的。Кажется, что я слишком много трудился. Пора попить водички. И следующий в ведический период совершались подношения. Какими были стадии ритуалов приношений в то время? Сначала, во времена Ригведа, в самом начале ведического периода, не было каких-то особых зданий, либо мест для собраний, в которых совершались подношения. Подношения делались в своем собственном доме, у себя дома. Подношения совершались в своем доме, в центре дома. В центре дома находилось место для огненной пуджи, поскольку все подношения бросались в огонь. Это место называлось мандала, алтарь. Это то, что называется ведический алтарь. Но, по сути, это была мандала, на которой сверху клалась трава куша. И зачем они клали траву куша на мандалу? Поскольку они считали, что когда они приглашали богов, боги приходили и усаживались на эту траву куша. И в то время не было традиции создавать изображения богов, либо статуи богов. Это было просто место, в котором совершалось подношение, то есть это было эта мандала, она была немного поднята над уровнем земли, на нее сверху клалась трава куша, и это туда, куда приглашались боги, где они восседали. И именно мандала берет свое начало именно от этого. В Древней Индии мандала в Древней Индии мандала она делалась из материала, то есть это была такая четырехугольная конструкция. Сейчас мандала это нечто, вы знаете, круглое, которое мы держим в руках. Но древняя мандала это то, что строилось. И это то место, где зажигался огонь, то есть это огнище, место для огня. Именно это называлось мандалой. В Тенгюре содержится много ритуалов создания мандалы. И один из них это мандалы, сделанные из глины. И есть мандала сутра, в которой говорится, описывается создание мандалы из глины, затем она очищается и так далее.
В этих древних текстах нету никаких описаний мандал, как мы их знаем сегодня, мандалы из металла. В Мандала Сутре говорится, что для создания мандалы нужно терпение. Почему это говорится? Что когда мандала делалась из глины, глина делалась из земли. И в земле было много разных насекомых. И этих всех насекомых нужно было из этой земли изъять. Поэтому именно глиняная мандала была связана с терпением. Однако металлическая мандала, в ней нет никаких насекомых. Только если мы помажем эту металлическую мандалу медом, то на нее прилетят какие-то насекомые. А так нет никаких насекомых на этой мандале. Первые мандалы таким образом создавались из глины, и в ней зажигался огонь. Я более подробно расскажу об этом в будущем. И тот человек, который создает мандалу, и кто зажигает огонь, это тот, кто поет все гимны и кладет все подношения в огонь. И когда подношения сжигаются, считается, что боги получают эти подношения. И именно такое объяснение дается в Ригведе. Однако в поздних ведах говорится о том, что у мандалы есть стороны, и также мандала может быть различной формы. Таким образом, эта традиция создания мандал становилась все более изощренной. И то, что составляло субстанции подношения, это то, что ели люди: молоко, сыр, лепешки, различные зерна, а также различные напитки. И в особенности сома-чанг, алкоголь. Считалось, что все боги любят алкоголь. А также считалось, что предки любят алкоголь. Поэтому они подносили много алкоголя. А также они делали животные подношения. И животные, которых приносили в жертву, это прежде всего скот, это лошади, козлы, овцы и прочее. И в древние времена, если Бог считалось, что Бог ездит на быке, то ему следовало подносить быка. Если Бог ездит на козле, ему нужно было подносить козла и так далее. И похоже, что в древние времена также были человеческие жертвоприношения, но со временем эта традиция умерла. А кто же совершал эти подношения? Тот, кто был главой дома, отец, либо старший сын, если я был отцом, это тот, кто совершал подношения. Однако, если ритуал, который совершался, был очень сложным, то тогда проведение ритуала спонсировалось, и спонсор назывался Яджамана. И спонсор приглашал особого священника, делал сначала особое подношение священнику, которое называлось Дакшина, и с помощью Дакшины приглашался священник, и этот священник, он назывался Ритвич, он приходил и делал это жертвоприношение. И таким образом мы можем прийти к заключению, что
что у ариев были особые священники, которые делали жертвоприношения. И во времена Ригведы эти священники стали могущественными и также разделились на разные типы специализации, а также обрели различный статус. Этот священник Ритвидж, эти священники Ритвиджи разделялись на 4 категории. Именно так объясняется в Ригведе. И между этих 4 видов священников Ритвиджих разделялись различные функции во время совершения жертвоприношений. Эти 4 Ритвиджи, первый назывался Адварью, тот, кто совершал подношение, второй Удгатри, восхвалитель, тот, кто читал восхваление, третий Хотри, тот, кто совершал огненную пуджу, и последний назывался Брахман. Но давайте поговорить об этом в следующий раз. Похоже, слишком много говорил сегодня. Завтра у нас будет выходной. Выходной будет у вас, а я буду готовиться к учениям послезавтра. Так давайте на этом остановимся, и в следующий раз послезавтра мы начнем с 4 видов священников, которые исполняли подношения, делали подношения, участвовали в ритуалах подношения. В целом, когда мы говорим об истоках тайной мантры, когда мы говорим об истории тайной мантры, еще одна причина, по которой нам так мы так много говорим об этом. Похоже, нам, наверное, следует продолжить тему сегодня, поскольку если мы остановимся на этом, у нас не хватит времени. Итак, давайте вернемся. 4 вида священников Ритвиджи. Во время совершения подношений каждый из них исполнял определенную функцию. Первый Адварью — это тот, кто готовил подношение. Это тот, кто наблюдал за всем и готовил все для ритуала. Чем он занимался? Он сначала измерял помещение, в котором проводилось подношение, готовил мандалу, готовил все субстанции для подношения. Например, воду, дрова. Если подносилось животное, то он готовил животное, которое будет принесено в жертву. И затем он читал то, что называется яджус, низким голосом. Второй тип назывался Удгатри. Удгатри — это тот, кто читал восхваление богам, пел восхваление богам. Удгатри был певцом, то есть он играл на ритуальных инструментах и рецитировал, читал гимны. То есть это похоже на Умзе,
мастер ритуальных песнопений. То есть он пел гимны, положенные на мелодию. И он пел то, что называется восхваление, а также то, что называлось самбан, песни подношения. Третий тип — это священник, который назывался Хоттри. Хоттри — это тот, кто приглашал божеств и делал огненную пуджу, огненное подношение. То есть его ролью было пригласить божеств на мандалу, и то, что он читал, то, что называлось рич на санскрите, восхваление, он читал их по памяти. И третий тип — это брахман, то, что на тибетском мы называем драмсы. Брахман, он наблюдал за всем ритуалом и контролировать все, что происходило, чтобы ритуал исполнялся должным образом. И именно из этой четвертой группы Ритвиджи произошла каста брахманов. Похоже, что как бы он был самым старшим Ритвиджем, поскольку он контролировал всех остальных. И, кроме того, он был тем, кто должен был знать все аспекты ритуала, последовательность ритуала. И также он был тем, кто читал молитвы к богам. То есть он считался очень важным. И так эти четвертый священник, он считался самым важным. И он должен был подготовлен, он должен был знать все аспекты деятельности других трех категорий священников. Без этого он не мог исполнять свою функцию. И в прошлом, когда они делали подношения, то люди, кто делал подношения, они разделялись на 4 категории. И на этом мы завершаем обсуждение раннего ведического периода. И послезавтра мы с вами начнем говорить про поздний ведический период. Итак, в этом году мы говорим об истории тайной мантры. Но перед тем, как мы сможем начать говорить об истории тайной мантры, нам нужно понимать основы истоки индийской цивилизации. Без этого мы не можем понять, как буддизм возник и как он распространился, каковы характеристики и черты, особые черты буддизма. Мы не можем понять, каково было мышление Будды в то время, почему он совершал определенные деяния. И поэтому я учу всему этому для того, чтобы мы могли с ясностью понять именно это. Итак, поскольку у нас есть колесница Шраваков, слушателей, у нас есть колесница Махаяны, Великой Колесницы, и то, что мы называем Ваджраяна, Ваджрная колесница. И все эти учения имеют свою основу, и нам нужно понимать, как они сформировались. И именно по этой причине я говорю обо всем этом. Даже если вы не понимаете до конца все, о чем я хочу рассказать, в будущем вы, возможно, поймете причину, по которой я говорю обо всем этом. В обратном случае вы, возможно, волнуетесь и думаете, он должен был учить о тайной мантре Ваджраяни, а он учит совсем о другом. Так что не волнуйтесь, просто расслабьтесь. Итак, в этом году мы продлили учение, и тем не менее будет сложно объяснить все
Если я захочу рассказать обо всем, о чем я хочу, то, похоже, вам будет сложно воспринять это. Вы не сможете понять всего этого, и ваш ум просто может отключиться от избытка информации. Поэтому я не могу объяснить все различные аспекты, но, тем не менее, я буду стараться объяснить ключевые аспекты, все самые важные моменты. Итак, таким образом я попытаюсь объяснить вам самое важное. И пожалуйста, слушайте учение с таким пониманием. И сейчас давайте посвятим заслугу.